Модернизация водоснабжающего комплекса на территории Альтиевского водозабора завершена. Объект был реализован в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В скором времени он будет введен в эксплуатацию. Комплекс обеспечит водой Назрань, Барсуки и Газиюрт. В дополнение к имеющимся скважинам пробурены еще 10 артезианских скважин, которые будут давать 24 тысячи кубометров питьевой воды в сутки. В Назрани появится новый маршрут общественного транспорта, сообщает мэрия города. Маршрут соединит микрорайон Юбилейный, заводским районом, рынком Фабрика и РКБ и рынком Мархаба. Для обеспечения работы маршрута выделяется до 5 автобусов малого класса, которые будут осуществлять перевозки с 7 утра до 19 вечера. Пассажиропоток аэропорта Магас вырос на 8,2% в 2024 году. В прошлом году аэропорт отправил и принял 157,5 тысяч пассажиров. Всего было выполнено 1162 рейса. Год назад пассажиропоток составил 145,5 тысяч человек. Новыми направлениями аэропорта Магас в прошлом году стали рейсы авиакомпании Red Wings в Тюмень, Самару и Санкт-Петербург. Также воздушная гавань принимала рейсы из Сочи и Петрозаводска. Трудовые права тех категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, будут безвозмездно защищать в судах. Изменения касаются бюро и адвокатов, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. После принятия инициативы они будут не только консультировать граждан, которые имеют право на такую поддержку, и составлять для них заявления, но и представлять их интересы в судах, государственных и муниципальных органах при нарушении трудовых прав. Также в первом чтении принят законопроект, который дает такую возможность многодетным семьям. Правительство России утвердило план работы над законопроектами в 2025 году. Согласно ему, в Госдуму до ноября этого года могут направить проект закона о внесении сведений о границах сельхозземель в ЕГРН. Это должно защитить сельхозугодья от необоснованного изъятия под застройку. В едином Росреестре недвижимости сегодня нет сведений о сельхозземлях, и потому их необоснованно включают в границы населенных пунктов и предоставляют заинтересованным лицам для строительства тех или иных объектов, ранее отмечали в Росреестре. Чтобы исправить ситуацию, ведомство предложило наделить Минсельхоз правом устанавливать и изменять границы сельхозугодий. Правительство России в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на портале госуслуг с использованием упрощенной биометрии. Сейчас в качестве дополнительного способа защиты аккаунта на госуслугах можно использовать на выбор СМС-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения или стандартную и подтвержденную биометрию. Для регистрации упрощенной биометрии достаточно сделать фото в защищенном приложении госуслуги биометрия и активировать функцию по использованию биометрии.